Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте! В студии Алиса Шамба. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировано 288 человек. У 95 из них диагноз COVID-19 подтвержден. На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском госпитале находятся 137 пациентов. 112 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 22 человека, 55 пациентов средней степени тяжести. Выписано 13 человек. 7 октября в Гудаутском госпитале скончались 3 пациента, которые поступили в ковид-центр с признаками двусторонней полисегментарной пневмонии. У всех троих были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Всего в Гудаутский госпиталь 7 октября были доставлены 18 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Инфекционные больницы города Сухум. С 5 октября ПЦР-тесты на коронавирус делаются по предварительной записи. Записаться в очередь могут граждане, у которых есть направление участкового или лечащего врача. В день больница принимает не более 20 человек. По словам начальника управления здравоохранения администрации города Сухум Ирмы Воба, на коронавирус в инфекционной больнице сдают не только сухумцы, но и жители всех районов и городов Абхазии. Ирма Воба также сообщила, что на сегодняшний день уже выстроилась очередь на 10 октября. ПЦР-тесты в инфекционной больнице принимаются бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Сухумской городской администрации. У жителей республики в период распространения коронавируса возникает немало вопросов, на которые они не получают ответов. На улицах города мы записали наиболее актуальные и часто задаваемые из них. На вопросы горожан ответили замминистра здравоохранения Алхас Канджария, главный терапевт страны Анжела Арчеля и главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Волнует только один вопрос: когда будут тесты в необходимом количестве, в достаточном количестве, чтобы это можно было прийти и спокойно сделать? Буквально на следующей неделе, после того, как произведет Министерство финансов по распоряжению президента дополнительное финансирование будет на очередную партию тест-систем. Это опять 5000 исследований. То есть мы будем в состоянии опять на 5000 людей, скажем, наших пациентов, которые нуждаются в таком тестировании, будем иметь возможность спокойно какое-то время работать. Но ввиду того, что все-таки у нас заболеваемость растет, и наши граждане как бы продолжают игнорировать все те требования, которые весь мир уже понял, что нужно соблюдать, что необходимо соблюдать, чтобы не передавать это заболевание далее кому-то из своих близких. Вот, мы продолжаем нарушать. Естественно, заболеваемость у нас растет. У меня вопрос. Правда то, что дети намного легче переносят, чем взрослые, коронавирус? Но считается, что дети до 10 лет переносят намного легче, чем взрослое население, потому что у них нет в таком количестве рецепторов, к которым крепится вирус, через какой он проникает в клетку человека. Поэтому, а дети старше 10 лет, то у них риск выше, чем у более младшего поколения, но тем не менее дети переносят намного легче во всех смыслах, чем взрослое население. Иногда бывает, что у них все протекает как бы бессимптомно, а на самом деле они носители и могут заразить. Да, считается, что не всегда даже ребенка заведомо зараженным ковид, не всегда можно выделить ПЦР-диагностикой, выделить сам материал вируса, хотя он считается заразным. В такой непростой ситуации сложно ли вам справляться с тем, что в больнице поступают очень много людей с коронавирусом? Насколько я знаю, в Абхазии уже очень много людей заболели этим вирусом, и большинство уже вылечились, но некоторые же болеют, и вам вообще сложно? Если имеется в виду помощь в виде младшего медперсонала, это медсестры и санитары, да, младшее звено, скажем так, то да, они всегда нужны. Что касается врачей, то пока справляемся, то есть максимально пытаемся оснастить бригаду, и чтобы бригада была в полном объеме.
То есть пытаемся это сделать. Но много коллег из наших болеет, поэтому нам приходится постоянно ротировать эти бригады, менять, дополнять и так далее, и так далее. Согласно распоряжению президента Аслана Бжаня, в целях защиты населения от коронавирусной инфекции с 5 октября на объектах общественного питания и территориях продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков необходимо ежедневно проводить дезинфекционные работы. А сотрудники этих объектов должны соблюдать предписанные правила. Наша съемочная группа посетила магазины и кафе, чтобы узнать, как соблюдаются меры предосторожности. Репортаж Сарии Кварацкелия. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем. Если буквально месяц назад за сутки выявляли 30-40 случаев заболевания, то на сегодняшний день эти цифры увеличились вдвое. Ни для кого не секрет, что не все наши граждане до сих пор соблюдают масочный режим, соблюдают дистанцию, а многие до сих пор и не верят в существование коронавируса. Сегодня мы решили заглянуть в столичные магазины и кафе, чтобы узнать, соблюдаются ли там все санитарные нормы. Первый объект, который мы посетим – магазин «Кормилица». Подставляете руки, нажимаете на педаль. В продуктовом магазине «Кормилица», как всегда, много людей. Одни в масках и соблюдают дистанцию, а другие продолжают игнорировать предписания. Однако работники торгового объекта могут служить примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. Стараемся соблюдать все, что нужно. Носим маски в первую очередь для покупателей, потому что мы сами не можем знать, болеем ли мы или нет. И в первую очередь заботимся и о нас, и наших покупателей. Думаем, что, правда, не все могут одевать, покупатели, маски. Но сейчас запускать их без масок мы тоже не можем. Но по мере возможности все вроде бы стараются соблюдать, все в масках. Вот. Ваш персонал, они все каждый день в масках, в перчатках. Даже если кто-то забывает, мы сразу бежим в аптеку, покупаем. У нас все с этим строго. Антисептик мы приобрели для покупателей, чтобы они при входе сразу могли продезинфицировать свои руки, зайти в магазин уже А часто покупатели пользуются? Ну, скажу, что не очень часто. Мы стараемся им показывать, чтобы они видели, что у нас есть антисептик, чтобы они дезинфицировали руки и проходили уже в зал с чистыми руками. Далее мы направились еще в один столичный магазин «Ваниль». Первым делом мы начали искать антисептик у входа. Однако нашли его только на прилавках. Продавец Джон был в маске, но без перчаток. После наших вопросов он все же надел их и продолжил свою работу. Пользуемся антисептиками, перчатками уже. Просто не одеваю иногда. Почему? Неудобно сдачу давать и все. А в маске постоянно работаете? Да. Это уже давно в масках. А вы сами руки антисептик покрываете? Да. Где антисептик? В куртке в кармане. Если в «Кормилице» и в магазине «Ваниль» нас встретили доброжелательно, то в центре города были такие магазины, которые просто закрыли перед нами дверь. Помимо магазинов мы посетили и объекты общественного питания. Продавцы кафе «Абургер» надели маски и перчатки только при виде камеры и съемочной группы. Людей в заведении было мало, а у входа, согласно предписанию, стоял антисептик. Работаем в перчатках, масках, есть у нас антисептик. Вот. Люди некоторые тоже боятся, приходят в масках, соблюдают, не знаю, дистанцию. Обычно людей у нас много было, но сейчас уже стало меньше в связи с этим. Рассаживаются они тоже не в кучу, как обычно, а по отдельности. Тоже боятся, не знаю, люди. Сейчас просто мы не расставили все, но соблюдаем дистанцию. Далее мы посетили столовую «Ацха». И здесь антисептик стоял на своем месте. Однако работники заведения встретили нас без масок. Но через несколько минут после нашего прихода владелец заведения принес целую коробку масок и поставил у входа рядом с дезинфицирующим средством. Возле этой столовой есть местечко под названием «Галерея кофе». Туда мы и заглянули. Здесь нас встретила в маске продавец Стелла Цкуа. Поток, конечно, уменьшился. Люди заходят, но сказать, что они в масках все, нет. Не все без масок заходят. И не боятся. Не знаю. Антисептик вот у вас стоит? Антисептик я каждый раз протираю стол. Но я тоже пользуюсь. А который приходит? Нет.
Конечно, за один день очень сложно посетить все магазины и места общественного питания и проследить за тем, как соблюдаются нужные предписания. В такой непростой эпидемситуации каждому гражданину необходимо понять свою меру ответственности. Только так мы можем остановить рост заболеваемости COVID-19. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Депутаты Сухумского городского собрания призывают горожан соблюдать предписания и рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В распространенном в СМИ обращении говорится, что число заболевших коронавирусом увеличивается, несмотря на предпринимаемые властями меры. К сожалению, многие игнорируют введенные ограничения, хотя давно стало понятно, надо соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом. Депутаты городского собрания призывают отнестись к ситуации серьезно, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, отказаться от мест большого скопления людей и проявлять особое внимание к старшим людям пожилого возраста. Президент Аслан Бжаня посетил республиканское гуманитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазмед» в селе Кындых Ачимчирского района. Главу государства сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопу и глава администрации Ачимчирского района Станислав Амичба. Президент ознакомился с техническим состоянием предприятия, условиями хранения сырья и готовой продукции. Кроме того, Аслан Бжаня встретился с представителями сообщества пчеловодов Абхазии и обсудил с ними проблемы отрасли. Репортаж Алики Трапш. Республиканское унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазмед» в селе Кындых построено на средства комплексного плана социально-экономического развития. На баланс Минсельхоза предприятие было принято в 2019 году. Объект рассчитан на заготовку, переработку и реализацию натурального меда. Здесь установлено итальянское оборудование, которое может очищать и фасовать до 2 тонн меда в день. Объемы заготавливаемого меда у нас какие по Абхазии примерно? До 500 тонн хороший год. По всей Абхазии 500 тонн, да? Ну, 300 тонн это стабильно. Наш завод может все, что заготавливается, да, все, что производится, да, подвергнуть фасовке. Да, мы считали, значит, 100 тонн меда мы можем в течение 2,5-3 месяца заготовить. 100 тонн. 900 тонн, вообще нам рассчитан завод, 900 тонн в год. Таких объемов у нас нет, правильно? Нет. Еще в конце 2018 года Министерство сельского хозяйства выделило 10 миллионов рублей на закуп меда у населения. Руководство предприятия закупило у крестьян порядка 40 тонн продукции по 300 рублей за килограмм. В начале 2019 года работа завода была запущена. И здесь стали выпускать 3 вида меда – каштановый, каштан с липой и майский цитрусовый. По словам директора предприятия, в реализации меда они столкнулись с серьезными проблемами. Как оказалось, закупочная цена превышает цену на продажу, что невыгодно. По этой причине сегодня предприятие не функционирует. А сколько стоит ваш мед на российском рынке? Вот это? Одна баночка. Сколько Одна там банка, граммов? Мы калькуляции делали, цену мы установили, Министерство сельского хозяйства утвердило. Цена была в среднем 220-230 рублей за килограмм меда. Да. И мы то, что калькуляцию тогда сделали, у нас выходила одна вот эта баночка с доставкой уже, допустим, в Москву или в Питер, 140-150 рублей. А это много? Это много. Сегодня рынок, сеть российских магазинов насыщен очень дешевым медом. Они покупают вот такие же баночки по 60 рублей, по 70, по 50. Мы не конкурируем с ними. То за сколько готовы сегодня крестьяне продать мед? Меньше 200 рублей они не хотят давать. Не хотят, да, но есть такая цена рыночная сегодня. Они же продают дома мед, мы же покупаем, мы же знаем цену, по которой они продают. А какая цена у них дома? 150 рублей. Сколько стоит? И за 120. И за 120. Они с удовольствием продают. Можно купить за 150 рублей у крестьян. И за 120 можно купить, если стабильно покупать. Если уговорить, а так они... Не надо уговаривать, просто стабильно, если завод будет работать. Ни за что не соглашаются. Меньше 200-250 рублей каштановые, 240 рублей цены. Это не соглашаются вот по тому принципу, как в 2018 году пришли, помитинговали, дали деньги государству, поэтому. А если рыночно подходить по бизнесу, тогда они готовы, мы же разговаривали с ними.
Несмотря на все сложности, предприятию все же удалось реализовать порядка 6 тонн меда на внутреннем рынке. Дирекция Абхазмеда надеется на помощь государства в реализации продукции на внешнем рынке. Понятно, что мы сейчас конкурировать с российским рынком никак не сможем. Те цены, которые там существуют, и наши цены мы сравнить тоже не можем. Не получится у нас никак это. Но здесь нужно создать такую работу, чтобы наш мед был услышан россиянами, чтобы они знали, что это мед, абхазский бренд, и он заслуживает такого-то внимания. Пока мы вот это не сделаем, мы цену здесь не сможем. А наш мед заслуживает внимания в таком виде, как он у нас сейчас есть? В таком нет, но это уже нужно серьезно здесь тоже работу вести. Здесь нельзя так делать, чтобы толпа народу пришла со своим 30 тоннами меда и сразу завалила все сюда. Это вообще неправильно. В Абхазии производят большое количество меда, причем хорошего. Однако многие крестьяне не могут его реализовать. По таможенным правилам из Абхазии в Россию завезти мед не в фабричной упаковке категорически запрещено. Первый вице-премьер Беслан Жопа поинтересовался, может ли завод предоставить крестьянам услуги по фасовке меда. А если крестьяне захотят самим вот здесь вот пройти, расфасовать и дальше фасованную продукцию забрать, оплатить за работу и дальше самим реализовать, это возможно? Они не смогут. Это их дело, они смогут, не смогут. У каждого есть свои каналы. Почему вы сразу, а? Кто не обращался? Мы же говорили. Потому что не работает завод, поэтому не обращаются. Как мы тогда... Если завод будет работать, они обратятся. К нам же обращаются, хотя бы по сути. Они приходили, мы им говорили, если кто хочет фасованный, ради Бога. Если кто хочет мед перевести границу, помощь нужна, ради Бога. Им надо знать калькуляцию и стоимость расфасовки килограмма меда, и тогда они будут обращаться. На сегодняшний день на заводе простаивает несколько сотен неочищенного меда. Из-за того, что на предприятии не предусмотрены складские помещения по хранению, продукция хранится вот в таких пластиковых контейнерах. И, конечно же, часть меда уже испортилась. Президент Асламжан поинтересовался, не лучше ли продать мед подешевле. Завод Усаурца Зухан и 2 миллиона бюджет Ярбан, ну, завод Еуранян. Убри 2 миллиона ан миллион геашмати, шнецкмати. Сахидзет на сарай соуит раягу обзу ахун на сацхаге атона гебжега ахуна и сыргылахен. Аштахе дача 2 миллион убриежа шипсазыхан 2 миллион завод Еурани азапараку нас здесь мы рахи хамуд загу ацха аху рахиршти. Ацха фишами паразит таз фишами азху ацха. Ай ацха. Ай шиптан фиашку. Раица я усхоя. Я асхваш яг козебзаза усхоя аз урт есть асарагу. Нас ян хопарала ахора сала гарагун. Ахауги эхала струпшаны жера айла чаверекс мам смоку я асходзомса. Абриац хабригу рупами. Сара заводи то. Насаре бжисре чоп ягрхани утире хайгзамес ас бжисре. А бисмоку хеги что бахрас бисмоку. Хазгал рарм тазит ягрхан истиет президентствиштха винтхан пивна бисмоку штастахана премьер анги министр анги. Адвигина паци мизет адвигезинсим тазит. Саранас санук хара нас храник ша уса нус звана сабухгалдия ша зарплата рытатон. Ирыстон смо штонага аху ягрхан исти. Исти та министр ясуди шестива так шахатхан и фежамат исти. Дакша Хатхан, а министр Дакша Хатхан исти. А что хис Федориса штана тцвалун зосхан. Мамо хеду рихеда парако ну безвозвратный упрыгет и шутоху. Ну и лскаун сарайш соуза авба а что контрольная палата Анби Брайан Гварты нарпхазио ну засинрхшед нас там не шести зиги безохана актор вид и шпаутия. Агр прокуратура херещит такая. Лифти сфасованы мы. Ну с роздевсти. Хошаху и фейжа. Ну я с первого дня раз отжен с ацхабжис и гула баша как газалом хваноль хиклах гараста ма шал стип убрия астрофарала нас джераус адзулаб джерасаб джерасапак сапшапак асап
Президент предложил руководству завода найти решение, которое бы обеспечило рентабельность предприятия, на создание которого было потрачено немало средств. В этот же день Аслан Жани провел встречу с представителями сообщества пчеловодов Абхазии, на котором были обсуждены проблемы отрасли. Встреча проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках программы по социальной поддержке семей с детьми в период пандемии COVID-19 Сухумский офис детского фонда ООН ЮНИСЕФ передал благотворительной общественной организации «Кераз» наборы продуктов питания и средств гигиены. В начале октября гуманитарная помощь ЮНИСЕФ была распределена среди 350 семей, а это 1073 ребенка и 858 взрослых. Получатели помощи и их потребности были определены в результате оценки нуждаемости, проведенной совместными усилиями службы социальной поддержки детей и семей, подопечных благотворительной общественной организации «Кераз» и отдела социального служения Священной митрополии Абхазии. ЮНИСЕФ в Абхазии осуществляет работу в 3 направлениях. Это образование, здравоохранение и развитие социальных услуг. В последнее время мы сосредоточили свои усилия на работе, связанной с коронавирусной пандемией. Данные усилия, которые вы здесь видите, связаны с работой в рамках секции по защите детей. В рамках данной поддержки с помощью Шведского международного агентства развития мы оказали поддержку наиболее уязвимым семьям из всех районов Абхазии. Церемония открытия 6-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» состоялась вечером 7 октября в Государственном русском театре драмы. В ней приняли участие министр культуры Гудиса Агарба, представители творческой интеллигенции и гости фестиваля. После официальной части зрителям был показан художественный фильм по рассказам Фазиля Искандера «Детство Чика». Съемки фильма осетинского режиссера Аслана Галазова проходили в Абхазии. Репортаж Гугуцы Вардания. После небольшой церемонии открытия международного фестиваля Фазиля Искандера «Стоянка человека» начался предпремьерный показ фильма «Детство Чика». С первых же минут картина погружает в счастливый и беззаботный мир детства Чика, раскрашенный яркими красками, в котором есть победы и разочарования, маленькие детские радости и остроумные шутки. Не скромчик. Мне кажется странным твой дядя. Да он не образован. Ну, это видно. Знаменитое произведение Искандера повествует о добрых делах, о дружбе и о справедливости, о мудрости, об обычаях и традициях абхазского народа и, конечно же, о красотах нашего края. По словам гостей, участников фестиваля, все это очень тонко и точно в своей работе смог передать кинорежиссер фильма «Детство Чика» Аслан Галазов. Съемки фильма проходили в Сухуми и в селах Тхина, Чулоу-Атап. Роль Чика исполняет учащийся Сухумской 4-й школы Давид Сулуки. Вместе с юным актером в одной из сцен снялись его одноклассники Сандро Габля и Валерия Адлиба. А эпизод на уроке с учителем, в роли которого Батал Кубахи, один из самых ярких в фильме. Вместе, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране, то ли вместе, то ли врозь, не надеясь на авось. Вы поймете истинно, мир нужного для. Я смотрел практически все фильмы по сценариям Искандера. Они ведь какие? Ну вот, я все время давил тоже на режиссера, вспоминая свои впечатления о «Время счастливых находок». И вдруг я понял, как хорошо, что он совершенно не такой. Дело в том, что когда я был маленький, читал Чика, вот детские рассказы, я смеялся, мне было очень смешно. А когда я сейчас читаю, я закрываю книжку, и мне, ну, как японцы говорят, орошаю рукава слезами. Мне грустно. И вот эта щемящая грусть искандеровская, вот смех сквозь слезы, невзгоды, но тем не менее вот свет,
добра, который все время вот лучше, он вот состоялся. Моя роль была небольшая, но я очень рада, что у меня был такой опыт поучаствовать в фильме, потому что там очень классная атмосфера. И, не знаю, еще когда с тобой снимаются твои друзья, это очень интересно. А исполнитель главной роли Давид говорит о своем персонаже и о том, как изменилась его жизнь после съемок, пока стесняется. Ведь это его первый опыт в кино. Сценарий для экранизации рассказов о детстве Чика еще при жизни прочитал и одобрил сам автор Фазиль Искандер. Сценарий, написанный Асланом Галазовым, Фазиль сам прочитал. И он его одобрил за то, что с таким уважением к тексту написан сценарий к фильму. Это очень трудно. И еще раз. Благодарю всех. Эльвира, тебя особенно. Вас за то, что вы поддерживаете. Фестиваль будет, он будет укрупняться. Даже сегодняшний фильм – это не просто детский фильм, это эпос детства. Приобщение к таким вещам нас делает крупнее, больше. Я хотел бы сказать о том, что, знаете, Фазиль Искандер сегодня, вот в наше время, очень непростое время, он тоже, как всегда, впрочем, дает ответы на многие вопросы. Вот сегодня такое время, когда нам, наверное, нужно немножко остановиться, задуматься, переосмыслить нашу жизнь, подумать о том, как нам жить дальше. Такое вот время непростое наступило. И, вы знаете, лучший способ немножко подняться над временем – это обратиться к литературе. Шестой международный фестиваль «Стоянка человека» проходит при поддержке директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» Шазины Агарба, официального представителя фонда Эльвира Арсалия, а непосредственно организатор фестиваля – Министерство культуры Абхазии. Хотели бы выразить уверенность в том, что и в будущие годы мы, безусловно, будем проводить данный фестиваль. Он, я уверен, будет расширяться и, безусловно, с нашей стороны, со стороны Министерства культуры, мы будем оказывать всяческое содействие в реализации этого замечательного проекта. Экранизация одного из лучших произведений мировой литературы великого мастера слова Фазиля Искандера – большой подарок для абхазского народа, говорят первые зрители фильма «Детство Чика». Мне очень понравился фильм, особенно мальчик, который играл главную роль. Он очень хорошо передал все эмоции. Я смотрела старую версию фильма и могу сказать, что они даже превзошли, возможно. Экранизация цикла рассказов о детстве Чика приурочена к юбилею великого писателя. По словам гостей фестиваля и зрителей, работа осетинского кинорежиссера достойна участия в различных международных кинофестивалях. Кугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 8 октября, во второй день 6-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», организаторы фестиваля совместно с администрацией города Сухум провели презентацию нового сборника стихов Фазиля Искандера «Звездный камень» и беседу о творчестве и сохранении наследия Фазиля Искандера в Абхазии. Мероприятие прошло на набережной Махаджиров на месте утраченной читальни. Презентация сборника «Звездный камень» стала камерным праздником поэзии. Гости презентации с большим удовольствием и вдохновением читали строки Искандера. Стихи в этот сборник, изданные в преддверии фестиваля культуры Фазиля Искандера, отобрала вдова писателя Антонина Хлебникова-Искандер. Открыла дискуссию директор Международного фонда Фазиля Искандера Шазина Агарба. Сборник небольшой. Антонина Михайловна очень переживала, что он на самом деле с юмором больше писал прозу. А с возрастом поэзия у него была более такая драматичная. Она не очень любила эти периоды, потому что больше всех, конечно, заботилась она о нем, как-то она его веселила, выводила из всяких довольно драматических состояний. Но поэт он очень крупный, хочу я вам сказать. Если вы не читали и взяв хотя бы пару баллад, я думаю, что не менее крупный, чем писатель. Стихи его просто потрясают. Расширенный репортаж с презентацией сборника стихов Фазиля Искандера «Звездный камень» смотрите в нашей программе 9 октября.
В Очимчирском районе продолжаются работы по борьбе с коричневым мраморным клопом. Сейчас специалисты машинно-тракторной станции района обрабатывают лекарственными препаратами растения вдоль центральной трассы. Затем приступят к обработке насаждений в селах района. 7 июля мы начали обработку по Очимчирскому району. И вот до конца октября у нас эти мероприятия намечены. И у нас ядохимикаты в достаточном количестве, то есть с этим нет проблем. Мы также распределили по селам Очимчирского района и параллельно проводили механизированную обработку по необходимости, то есть по заявке давали главы сел, и мы направляли механизированную технику. Безвозмездно была помощь оказана Российской Федерации. И у нас они лежат зарезервированные в складах, и по необходимости мы готовы выдать главам сельских администраций. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное ситуации с ремонтом канализационного коллектора на углу улиц Джонова и Лакоба. Работы там начались утром 7 октября. В совещании приняли участие начальник управления капитального строительства Тимур Агарба, представители УВД, ГАИ и различных служб администрации Сухума, а также специалисты компании-подрядчика работ «Астория Аквасервис». Смотрите репортаж пресс-службы Сухумской администрации. Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по улице Джонова ситуация непростая. Он поручил всем службам города, водоканалу, дорожным ремонтно-строительным бригадам, коммунальному хозяйству оказывать всяческое содействие предприятию, которое проводит работы на объекте по линии инвестпрограммы. Нужно побыстрее локализовать проблему, сказал Беслан Эшба. У нас есть одно мероприятие, которое проводится в городе по линии инвестпрограммы. Есть там определенные сложности. Сам объект непростой, это пересечение Лакоба и Джонова, проводятся работы. Мы готовы все оказать содействие для того, чтобы побыстрее локализовать эту проблему. Вот вчера мы весь день не смогли подать воду. Сегодня она подана, можно сказать, частично в аварийном режиме, потому что не вся система у нас задействована, и канализационная часть и так далее. Начальник управления капитального строительства Тимур Агарба проинформировал, что работы были приостановлены только к 6 утра, когда пошел первый троллейбус. Он просил остановить движение транспорта, чтобы у подрядной организации была возможность продолжить работы в полном объеме. Работы были остановлены только тогда, когда первый троллейбус прошел, потому что у нас насос качает через дорогу. Представители Астория Аквасервис отметили, что у них есть все необходимое оборудование для работы. Они также просили приостановить движение транспорта по улице Лакоба, в том числе и троллейбусов, чтобы можно было продолжить работы, не боясь того, что может произойти ЧП. Такая опасность существовала. На котловане глубиной 6 метров вода под утро поднялась до уровня 5 метров. Была опасность обвала дороги. Мэр поручил департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации временно остановить движение троллейбусов. Другой транспорт пустить в объезд улицы Лакоба по улице Калмыкова. Движение троллейбусов было остановлено к 12 часам. Беслан Эшба поручил всем специальным службам города стоять на месте работ и оперативно докладывать ему о ситуации. После остановки движения по улице Лакоба специалисты Астория Аквасервис перекачали воду с котлована и начали работы в нижней его части. Сложность в том, что вот по Лакоба проходит магистраль, которая пролегает на глубине 5 метров. И грунт ползет. Колодец был полный и сдвинутый с места. То есть его надо было обязательно заменить. При замене вот вода не останавливается. Вчера мы даже попросили администрацию выключить воду, чтобы поменьше было. Но все равно. И вот вчера вот ночью и мэр присутствовал. То есть при всех решения приняли перекрыть предыдущий колодец, чтобы сейчас можно было хотя бы в очень короткое время производить работы. Сейчас будем устанавливать новый колодец, и отсюда уже линия пойдет до моста новая. По инвестпрограмме по улице Джонова до конца года будут заменены все канализационные и водопроводные линии. Мадина Мганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению гидромедцентра, в пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.